Друзья, я всех приветствую. Ассаламу алейкум, меня зовут Артем. И я третий день нахожусь в горной части Республики Ингушетии, в колыбели всех ингушей в Жиразском районе. И в этом выпуске я уже более детально расскажу вам, как здесь стал развиваться туризм. Вот честно, я с Ингушетией дружу уже более 5 лет. И такого большого количества туристов за эти 5 лет я еще не видел. Поэтому, если интересно, то прямо сейчас подписывайтесь на мой канал, поддержите лайком, делитесь своими впечатлениями от увиденного у меня здесь внизу в комментариях. Ну, а также, может быть, у вас будут какие-то предложения по поводу развития туризма. Тоже пишите, делитесь. Со мной связался очень хороший ингуш, его зовут Беслан, который имеет причастие вот к этой замечательной красивой локации. Я вам ее уже вкратце показал в предыдущих выпусках. Ну а сегодня Беслан вместе со мной подробно все расскажет, что здесь будет, что здесь еще построить для туристов, сколько что стоит. Заглянем здесь в новую кафешку, которая называется Цей Лоам. Ассаламу алейкум, Беслан. Да, это Беслан. Да, он, это Артем, известный Артем. Он имеет прямое соучастие, как говорится, к строительству этого объекта, я даже не знаю, как назвать. Но самое главное, что я вижу, услышали наконец-то и меня, я очень рад, потому что стал развиваться туризм в Республике Ингушетия. Стали строиться новые кафе, да, мы в него еще обязательно заглянем. Увидел вот эту беседку. Ильяс, покажи, пожалуйста. Вот, давай мы тогда с нее сразу начнем, чтобы мои подписчики понимали. Да, что это? Это входная зона. Изначально, как ты видишь, у нас камни. Здесь был такой пригорок из булыжников, валунов. И чтобы как бы в рельеф его вписать в данном случае, мы такую стену, такую входную группу сделали. Потом вернулись к тому, что мы изначально хотели сделать перголу. Ну, или башню. Но башни, они и так есть, их обесценивать нельзя, новоделы делать тоже, в принципе, не актуально, я считаю. А сделать, как, допустим, в больших городах есть на набережных колоннады, мы сделали вот такую башню. Или пусть будет это большая пергола, так сказать, как башни у нас были символичные, грандиозные, так сказать, на сотни лет. Вот то же самое мы сделали такую же перголу. Попытались сделать. Наверху как раз-таки у нас это тоже у нас оникс, камень, достаточно такой, это минерал прозрачный, который подсвечивается разными цветами. Достаточно красивые. Вечером можно ночью увидеть. И синий, и красный, и белый, в общем, разные. Так, смотри, так как я знаком с вашей историей и немножко знаю менталитет вашего народа, у меня возникает вопрос. Раньше, когда твои предки жили на этих землях, эта земля кому-то принадлежала. Да. И сегодня, в любом случае, она из поколения от отца к сыну переходила. Кому принадлежит эта земля, и они были не против того, чтобы вы построили здесь? Или все-таки это меценату? Кстати, хочется ответить. Хороший вопрос, интересный вопрос. Следующий вопрос, до того он острый вопрос. Но я на него отвечу, потому что это, безусловно, заслуга Тейпа Ханиевых, благодаря которому мы здесь и оказались. Это люди, фамилия Тейп, который пошел навстречу инвестору первоначально для создания социальной среды. Почему социальной среды я ее называю? Потому что мы прекрасно понимаем, что это кафе никогда не оправдает тех вложенных затрат, которые сейчас имеются. Это сейчас мы пройдемся, да, это 640 метров тропы, только здесь внутренние. Я уже не говорю о том, что почти километр у нас идет отсюда до Магайджела. Тропа, это уже отдельная тропа, тоже с освещением, подсветкой и так далее, и так далее. И это только развивается история. Я уже не говорю про санитарные зоны и так далее, и так далее. В общем, Тейп Ханиевых пошел навстречу, разрешил нам создавать данную социальную инфраструктуру на территории Цейломского перевала. Благодаря
вот этой первой, я могу сказать, практики, когда на свою территорию как бы из побуждаемых хороших намерений люди разрешили вот эту практику, и она у нас внедрилась. Мы сейчас уже мы хотим оправдывать их доверие по отношению к нам и к нашему проекту. А вот смотри, я в прошлом выпуске, когда только приехал в первый день, проезжал, увидел эту новую локацию, я ее впервые просто увидел, давно не был в горах. Я сказал, что все это строит один известный ингуш, меценат, бизнесмен, поэт, писатель Микаил Сафарбекович Гуцериев. Но я не знал, да, то, что как бы, и местные жители подробности, деталей не знали, поэтому я так вот назвал имя, потому что, якобы здесь вообще все строит Гуцериев. Оказывается, в Ингушетии, конкретно ингушей, среди ингушей, да, влиятельных меценатов, бизнесменов, которые готовы свои личные средства вкладывать в развитие туризма и инфраструктуры Республики Ингушетия. И я так понимаю, что в Ингушетии есть еще один большой меценат. Парчиев Алаудин Ахмедович. Да, ему большой привет, салам. Да, это меценат, который, я могу сказать, мы практически и с тобой, и с Алаудином Ахмедовичем познакомились одновременно. Это был 2020 год, когда я только приступил к работе председателем комитета по туризму, и в тот год мы определили участки, в том числе и данный участок, на что, как инвестор, мы познакомились с Парчиевым Алаудином. Он высказал свое намерение, желание благоустраивать территорию. На вопрос, какую территорию, он говорит, любую территорию, которая, вот как ты думаешь, социально значимая для республики, для народа и для туристов. Естественно, в первую очередь это пал вопрос на Цейломский перевал. И провели торги, аукцион, и вот таким образом после этого уже как раз-таки стал вопрос с тейпом Ханиевых, тоже как определенное время это заняло, и перешли, так сказать, уже к строительству после разрешения с юридических вопросов, тейповых вопросов, и сейчас уже мы приступили к, так сказать, можно сказать, или конец, или начало уже строительства, создания этой инфраструктуры прямо сегодня. Да, смотри, прежде чем мы перейдем с тобой, можно так сказать, к исторической части, да, так как идет строительство, это все будет запечатлено в моем блоге, на видео, я бы хотел спросить, вот Ханиевы, кстати, им тоже большой салам алейкум, это, у них башенный комплекс есть Хани. Это к ним относится. Да. Я просто, когда был в башенном комплексе Эль-Алах, я видел внизу стоял башенный комплекс, я решил уточнить, там тоже красиво. Этот Цейломский перевал, вообще, это уникальное место, оно вообще находится на границах нескольких тейпов. И тут вопросы тоже стояли, и межтейповый вопрос. Насколько у меня есть сведения, они разрешились. Поэтому вот этот момент, вот этот Цейломский перевал, высота, Цейломский перевал, который делит эти ущелья, границы. В общем, как-то... Цейлом, да. Мы можем... Кстати, я еще поправлю, вот смотри, у меня там в комментариях пишут, Цейлоам — это как священная гора, а есть еще такое слово, если Цейлом, это лом, это лев. Все пишут, никакого льва нет. Лоаме — это гора. Это гора, а лом — лев. Значит, я правильно сказал все-таки, что люди стали писать, какой лев, типа это... вот видите? Где-то две буквы, где-то одна буква, и все. На самом деле и то, и другое достаточно достойные названия, в принципе. Я не считаю, что это нужно тебя за это упрекать. И то, и другое красиво. Я же не историк, в конце концов. Да, но Цейлом изначально, это в мифологии нашей, в наших легендах, это праздничная гора, в которой проходили там языческие обряды. Ну смотри, я вижу уже некий такой фундамент. Здесь что-то будет строиться. Да, давай тогда пройдем, ты расскажешь. Сейчас мы с Бесланом расскажем вам, что здесь будет находиться, строиться. Так, и то, что уже здесь построили, вы тоже чуть позже увидите, поэтому никуда не уходите, подписывайтесь и поддержите лайком. Так, что у нас? У нас здесь молельная комната, мы ее называем, да, 11 на почти 7 метров. С минаретом, который указывает на киблу, как раз таки у нас выведено это. Здесь будут комнаты для омовения,
будет зал общий, и что у нас еще? И это все будет в национальной этнике. Да. Это объединенная, можно сказать, если концепцию брать, предконцепция была из башни, это в виде минарета, и храм Мецели есть у нас, такой Да, на столовой знаю, горе, ты наверху, бывал, да. И вот можно сказать, вот этот каскад пирамидальной ступенчатой крыши, крыши, да. она как раз-таки будет уже сопровождать молельную комнату. Беслан, я бы, конечно, вывел сейчас на экран, ну, эскиз, да, так. А я могу скинуть. Но мы да. давай создадим интригу, и я не буду выставлять. Я лучше приеду и По покажу результату еще раз по оценишь. результату. Да, вот мне теперь интересно, а кто строит эту мечеть? Да, Вот я вижу сегодня у ребят, нас, да, строителей. бригада каменщиков из Дагестана, талантливые, трудолюбивые люди, которые как раз-таки сделали нам уже входную зону, вот как Да, за тобой, пройдем, которая да. стоит, да. Вот они у нас собираются сейчас это делать. И помимо того, что здесь будет мечеть, эта мечеть, какой интересный момент, она часть стены. Стены почти 100-метровой каменной стены, вот из такого же камня. И вот как бы и получается это одна зона, один архитектурный проект. И вот, ну, это будет достаточно интересно. Ну, интересно, любопытно. Я думаю, что когда вы сделаете, и я сюда вернусь вновь и поделюсь с вами всей этой красотой. А что касается еще Дагестана, я знаю, что вы дружите. Я был в Дагестане и очень хорошо отзываются про ингушей. Ну, а Дагестан — это многонациональная республика, да? Там, ребята, я не знаю, вы аварцы, даргинцы? Аварцы, да. Ну, в этом тоже немножко разбираюсь. Дагестану тоже большой салам алейкум. Вот. Вам спасибо, Баркал, за то, что вы здесь и помогаете строить такую красоту здесь, в горах Республики Ингушетия. Ну, а сейчас вы никуда не уходите. Мы с Бесланом прогуляемся по новой локации. Беслан в деталях расскажет, что здесь построили, что еще построить, потому что я знаю, что здесь будет находиться отель. Потому что туристы почему-то начинают свое путешествие с Владикавказа. Да. Ну, мы будем вещи называть своими именами. Это немножечко неправильно. Когда у Ингушетии есть свой аэропорт, железнодорожный вокзал, автовокзал, нет гостиницы. А почему? Они есть. Ну, вот я даже с горем напополам, если бы мой друг... У нас даже есть свой, можно сказать, амбассадор туризма. Ну да. Готовы. И нет мест, потому что не хватает. Туристов много. Я вообще в шоке от людей. Столько туристов я не видел. Видел только в Дагестане, кстати. Вот. И в Чечне. А здесь столько туристов за 5 лет я не видел. Вот сейчас бывает в один день у нас через нас проходит более 1000 человек. Это уже даже не 20-местные автобусы, которые ты сейчас видишь, это 40-местные автобусы. Да. Начали Большие, заезжать. белые, да. я видел, да. И вот если мы говорим про вот это обеспечить вот туристов, да, удобствами, комфортом, клиентоориентированностью, как раз-таки нужны такие места, как парковка, социальные там, какие-то зоны, санитарные зоны, которые мы сейчас собираемся ставить вот вдоль парковки, как придорожный сервис, который абсолютно бесплатный, но будет служить неким, так сказать, для гидов, экскурсоводов, местом, где сами гиды могут отдохнуть, а туристы могут прогуляться. Самое главное слово — бесплатно. Потому что я объехал 36 стран, сотни городов по всему миру. И, например, вот про санитарную зону, туалет. Да. Это наболевшая тема, потому что многие сюда приезжают с детьми, и начинается, чтобы куда попало, как говорится, Да, ходить. под кустиком. Да, я уже показал в прошлом выпуске, можете посмотреть. Очень хороший, чистый, приятный туалет. Спасибо. Потому что это очень важно. Это такая щепетильная тема везде. Например, в том же Париже это большая проблема. Потому что туда заходишь и просто противогаз нужно надевать. А дети оттуда вылетают сразу. Это проблема. Ладно, не будем о плохом. Тогда переходим к той части. Да? Но вы никуда не уходите. Ну что, Беслан, рассказывай, показывай. 640 метров тропы. Сейчас я покажу.
которая в свете, в звуке будет и в безопасных, благоустроенных тропах. Это будет потом уже тропа Мага-Иджел. Я надеюсь, к следующему приезду у тебя будет время и заряд батареи на камере, чтобы пройтись по следующей тропе. Она у нас почти 800 метров идет, эта тропа. Это уже получается километр с лихвой, да? Плюс еще есть планы, проекты благоустраивать рядом места, например, вот где парковка у нас, там будет магазин, там будет около 8-10 беседок для людей, которые самостоятельно приезжают на своих машинах, может, с какой-то провизией своей, которые могут разложиться и спокойно с удобством пообедать. Смотри, у меня теперь к тебе вопрос, чтобы вдруг я не ошибся. Я услышал, что здесь, вот прямо на этой территории, если это правда, будет построен такой небольшой отель на 40 номеров. Да. Так. Правда это? Правда. Рассказывай, где он будет стоять? Он стоит возле, нам нужно пройти туда, по крайней смотровой площадке. Гостиница 40 номеров, получается, на 100 мест, как и посадочных, да, там. Что у нас еще? Это будет категории 5 звезд. Так. Это достаточно высоко, при том, что разные мнения есть по поводу 5 звезд, но это будет, в общем, постараемся сделать эффект вау. Да. Как удивить тебя X2. Постараемся. Так. Вот. Что у нас там? Предполагается там ресторан, предполагается небольшая спа-зона, чем туристы могут заниматься в течение, там, если они остановились на 3-4 дня, это гулять, какие-то спа-зона, понятно, медицинские, не медицинские, а вообще какие-то косметические услуги. Так, смотри, получать. Я бы хотел здесь немножко остановиться. Да. Покажи вот этот большой камень. Этот камень называется «Сердце Ингушетии». Сердце Ингушетии. Он раскололся напополам, точнее, дал трещину после одного для вашего народа трагичного момента, когда в феврале 1944 года ваш народ депортировали с этих земель, да. потому что до 23 февраля 1944 года твой народ проживал как раз в Величественных башнях. Да, я знаю, что испугался. Я прямолинейный человек, ты это знаешь, да? Может, где-то эмоциональный, резкий, дерзкий, у вас научился этому. Я испугался, что вы, не дай бог, отель построить здесь. Вот где-то. Вот это святое трогать нельзя. Мы ни в коем случае. Мы были какие-то идеи энтузиастов построить сюда лестницу, поставить, еще какие-то вещи. Мы подсветили этот камень. Для нас это отдельная достопримечательность на этой территории. Это сакральная, так сказать, сакральный камень, сакральная сосна, да, тоже, которая рядом высохла и после возвращения ингушей ожила, да, новый, так сказать, этот же корень получается в проявлении кустарниковая сосна. Да, просто я здесь, как меня называют, ты защитник ингушей. Вот как раз-таки я не защитник ингушей, ингуши сами за себя могут постоять. Я защитник традиций, обычаев, культуры и истории. Абсолютно. И вот этот камень, он пропитан историей многовековой, да, твоего народа. И я думаю, что мои подписчики как раз-таки ингуши, они меня поддержат, они очень сильно переживают и пишут в комментариях. Поэтому это исторический момент. Камни в Ингушетии вот такого значения, как памятники, убираться не будут. И трогать их никто не будет. Да, их могут осветить. Еще я вижу тут надписи. Молодежь, прекращайте этим заниматься. Да, и, кстати, насчет надписей уже есть технология. Она появилась в Ингушетии, которая специально стирает лазером именно такие надписи. Да, но они придут, новые «Я здесь был», свои нельзяграммы, страницы оставлять не нужно. Ищите как-то место для пиара в другом месте. Это же ваша история. Это не туристы рисуют. Я не буду называть фамилии, которые там написаны. Вот. Поэтому берегите историю. Еще хочу, Беслан, добавить в тему. Да. Вот смотри, мы идем. Тропиночки. Да. Это подсветка, я так понимаю. Камушки, цветочки. Да. Вот сейчас мы поднимемся на смотровую площадку. Это все делает меценат Алаудин Парчиев. Да. К чему я это все сейчас называю? Человек вкладывает свои деньги, которые он зарабатывал в течение своей жизни.
Обращаюсь к туристам и к жителям Республики Ингушетия. Пожалуйста, ради Бога, Аллаха, относитесь, пожалуйста, с уважением ко всему этому месту. Не только здесь, в горах, но и в Магасии, там, на Назране какие-то новые локации. В городе Воинской Славы Малгобеке тоже какие-то остановки делают, стенды. Не ломайте ничего. Не портите эту инфраструктуру, которую делают для вас. И желание создавать новое. Наверное, мы туда-сюда. Давай туда. Создавать новое и энтузиазм у тех же инвесторов, меценатов дальше развивать, продолжать и, может быть, это неправильно будет сказано, но делать такие проекты модными. Да. Почему? Потому Правильно что ты говоришь. сегодня пример, я считаю, в том числе, который подал Парчи Валаудин, развивает такую, если у каждого тейпа есть свои такие благотворители, обеспеченные люди, которые могут себе позволить это на благо республики. Почему? Потому что это в том числе, если вот эта локация, она транслирует культуру, историю, обычаи. И сегодня этот объект, да, это Цейломский перевал, люди могли проехать за 5 минут. Да. И все. Но они здесь останавливаются на час-полтора. Да. Мы увеличиваем срок, время пребывания здесь, значит, мы больше, так сказать, питаем туриста нашими идеями, нашим характером, нашей культурой, нашими обычаями. Я, кстати, хочу отметить, может быть, я там преувеличиваю, но мне кажется, Алаудин Парчиев очень много путешествовал в своей жизни, Да. потому что вот эта местность, да, если мы все смотрели с вами фильм «Властелин колец», он снимался частично в Новой Зеландии, и мне лично напомнило это все Новую Зеландию и еще Норвегию. Там вот есть у вас беседка, Да, и да, наверху трава. да, трава, такой газончик, такие беседки, домики от Новой Зеландии. Это здорово, кстати, да. То есть, видите, как бы это не портит, я к чему это веду, не портит ландшафт здесь, в горах Республики Ингушетия. Вы здесь же не заасфальтировали, вот она, Нет, крошка. конечно. Под этой крошкой идет специальное основание, чтобы вода не размывала, получается, эту траву. Мгм. Плюс еще здесь будет звук, Так. уже купленное оборудование, и здесь будет национальная инструментальная музыка. Ингушская. Да. Музыкальный атлас. Тимур Агиров как раз таки. Который... Принимал участие, и Истинг у меня есть книги, мне на день рождения подарили, Да. где все башенные комплексы, карта есть всех башенных комплексов, Вот. очень красивая красочная Вот книга. сейчас, если покажем картинку, вот здесь получается ориентировочно вот от этой лестницы идет лестница, висячая лестница на крышу гостиницы. Ага. Гостиница будет 4-этажная, 40 номерами. Вид у нее будет примерно, это цепь жилых башенных комплексов, жилых башен, около 8 башен. И вот в такой стилистике, национальной стилистике, внутри будет абсолютно современный отель. То есть он будет вот здесь? Да. на Покажи, этой площадке. Элиас, пожалуйста, вот не на том месте, как там Да. пишут. Здесь Вот будет от отель. забора до линии электропередач, получается, будет гостиница. Так, давай тогда мы спустимся. В общем, вы можете в кафе Цейлоам, там чай, кофе есть? Да, В конечно. стаканчиках, правильно? Можно взять стаканчиков, кофе, и не чай, не стаканчиков. обязательно там сидеть, потому что людей много. Да, можно вот взять сюда, прийти и с кайфом Наслаждаться посмотреть, да, видами. насладиться горами. Кстати, здесь, по-моему, Казбек где-то видно. Если вот не те облака, Да, где-то на вот в той как раз стороне. они и закрыли нам Да. на сегодня. Так, Отсюда видны 3 самые высокие горы в Ингушетии. Это Мятлом, Шон, Мятлом и Цейлом. так, смотри, я тебя сюда веду не просто так. У меня есть замечание. Да. То, что я заметил. Вот, посмотрите, сколько туристов приезжают сюда, и люди приезжают с детьми. Да. Вот, смотри, Беслан. Когда мы идем вот по этой тропе, да, дети, они же немножечко балованы. Да, они Здесь нужно что-то вам
сделать ограждение, не дай бог, На полетят. опережение, тебе так Да. сказать, говорю. Мы вот вон тот забор, который делаем, мы его продолжаем делать до сюда ровно. То есть Всё. вы только начали. Да. Да. Не, Ну, мы это так. сейчас просто продолжим, потому Да. что здесь были дожди, наверное, ты их уже застал, да. Здесь почти 2 недели. И вот сейчас мы приступаем вот к земельным работам, бетонировать и так далее, и так далее. Продолжаем. То есть работа не останавливается здесь. Это хорошо, потому что я говорю, дети они такие. Вот буквально вчера мы поднимались к башенному комплексу ARZ, и вот 2 ребенка. Один упал, другая себе там колено разбила. Просто Здесь, да? баловались. Не-не, башенный комплекс ARZ. Это RZ. по дороге Альгетти. Но село. без этого, конечно. Да, и только от них взгляд, отходишь. взор, да, уйдешь, все что-то. А тут ты видишь, если покатишься, все туда сразу. Поэтому это я к чему? После того выпуска, да, который посмотрели, люди уже стали писать. Они говорят, тебя все смотрят, тебя услышат. Я говорю, после разговора, да, я понял, что меня смотрят серьезные, влиятельные люди, то, чего я не знал. Ну, так оно и есть. Это приятно, но я в шоке немножко был. Вчера я не уснул. Меня из Чечни смотрят серьезные люди. Ну, вот, видишь. Это тоже как бы им нравится. Ну, там ролик про Но Рамзана Кадырова набрал. твой приезд сюда, да, и внимание туристов, других блогеров заставляет нас более ответственно подходить к таким вещам. К строительству, безопасности. Конкретно вот это место, вот как начинается забор, да, мне напоминает, я в прошлом выпуске говорил, я был в Португалии на мысе Рока. Это самая крайняя точка Европы. И вот конкретно эта локация, Да. если бы там был бы океан, когда-то здесь, кстати, был океан. Это правда. Было бы очень похоже. Прям такие же цветочки, камни. Только у нас красивые горы, но у них океан и чуть такие небольшие скалы, так сказать. Поэтому сюда хочется возвращаться. И еще хочу добавить. Смотри, я с туристами общаюсь, мне что же интересно. Да. Их Какого они впечатление мнения, услышать. честно, и с камерой, и без камеры, за кадром говорим. Они в восторге. И вот буквально вчера одна женщина с мужчиной шли, я их остановил, просто подслушал чуть-чуть разговор. Они говорят, слушай, идут такие, говорят, слушай, ну так же здесь красиво, даже, наверное, лучше, чем в Грузии. Говорит, ну просто Грузия, говорит, раскрученная, а Ингушетия нет. Они первый раз. Ну вот я с ними пообщался. Ну, Грузия, там своя история, своя красота. Своя культура, Да, да. культура, традиции, обычаи там был. Так что гамарджоба грузинскому народу. Вас ингуши очень ценят, любят, уважают. Относятся хорошо, это я знаю. А здесь немножко другая история, да? У вас нет моря. У нас нет Да. такого. Зато есть горы, одни из самых молодых и красивых. И это здорово, что наконец-таки Ингушетия просыпается. Я бы еще хотел сказать и выразить свои слова благодарности главе Республики Ингушетия Калиматову, потому что вот все хвалят там Гуцериева, вот Парчиев, да, Лаудин, что вот там то они делают. Но если бы не Калиматов, он же привлек эти инвестиции, он же стал говорить. Ему за это надо сказать спасибо. Я думаю, это будет правильно, пожелать ему здоровья. Вот. И я не знаю, какие есть еще меценаты. В любом случае, Алаудину, Парчиеву большое, огромное спасибо, Сахалт, за то, что вот он решил не яхту себе купить где-нибудь там за границей, а За бугром. да, вложить деньги в свою родную республику и сохранить историю народа. Это уважение к своей стране, к своей республике и к своим предкам. Абсолютно. И Да. именно так оно и должно проявляться. Да. Вот та самая беседка, которая мне очень понравилась, побольше бы таких. Это уникально, потому что это редко где такое увидишь. Ну, я, по крайней мере, нигде не видел. Не просто, знаешь, Вписанное в ландшафт. из камня, да. Да. Поставили и пофиг, пусть стоит. Вот не делают здесь на пофиг. Здесь делают со смыслом, очень красиво и по душе. Потому что душа ингуша живет здесь, в горах. И вот они все делают Можно забрендировать это Да. название. по душе. Ну что, мы с тобой дошли до самой важной локации. Туда мы, конечно, заходить не будем. Да, санитарной зоны. Да. Единственное, у меня к тебе еще вопрос, что Да. касается санитарной зоны. Кто будет это убирать? Вот все, следить за этим порядком. Мы начали работать с 29 декабря, причем до 15
апреля мы работали бесплатно абсолютно. И кафе, имеется в виду кофе, чай, там чапельк. Так. И, естественно, мы убирали. Да. Это все своими силами. И продолжаем это делать. И будем это делать. Деваться некуда. А то иначе будет проблема. Плюс, друзья, если вы приезжаете в горы на отдых, на шашлычок, да, пожалуйста, мусор с собой забираем. А тут есть установлены вдоль дороги контейнеры, и вот туда его нужно загружать, а не разбрасывать по всем горам, как говорится, да, локациям. потом собирать. Это очень Тяжелее. тяжело, и это противно, если честно. Вот. Ну, здесь вот я тоже вижу, что все организовано. Мусора здесь нет, здесь очень чисто. Даже строительный мусор быстренько убирается. Либо убирается в сторонку. Ну, буквально мы тебя приглашаем на 7 июля. Как раз таки, ты, наверное, знаешь, да? Столетие государственности Республики Да, Ингушетия. празднование, день празднования столетия государственности Республики Ингушетия. Вот как раз таки хотим какие-то из проектов уже здесь запустить и сделать как раз таки событийное мероприятие, которое Заодно я познакомлюсь отметить с меценатом, да, Алаудином. Он большой патриот, кстати. Я это знаю, но мы сейчас не будем углубляться в детали, да. Ты заговорил про чапельк. Да. Это самое мое любимое национальное ингушское блюдо. Сейчас мы пойдем его И попробуем. мы сейчас прям идем в кафе Цейлоам. Мне почему-то хочется его называть Цейлом. Почему-то ингуши любят себя называть там орлами, львами. Но РЗ кафе есть в Арамхи, РЗ башенный комплекс, все везде РЗ. А тут вот Цейлоам. Ну, пускай. Выбились из контекста. Еще вот вам одно ингушское слово. Лоам, гора. Гора, да. А не только хамди хамдац, мычахо, что я выучил. Многие спрашивают, кстати, а что значит цейлом? Типа вот есть разные названия, вот у других тоже есть цей. Я говорю, не знаю, как у других, я говорю, у нас имеется свое название. Я знаю, кто это говорит у других. Не будем называть сейчас. Ну, вот, у нас есть свое название, оно красивое. Это праздничная гора, которая, то есть эта локация будет оправдывать это название. Смотри, Только вы по-хорошему. даже кафе сделали модно, стильно. А знаешь, когда зеркалами. подсветку включаешь, вообще Вот мы поедем, красота. когда, да, уже завтра, я думаю, может быть, увидим. Так, ну что, я обещал показать кафе. Да. Еще с прошлого выпуска, когда сюда приехал. Я держу свое слово. Идем. Заходим. Да. Работает с 10 до 8, Да, в пятницу... специально не готовились, поэтому ну, будем увидите, снимать как заходите. есть. Знаешь, и насколько мне сказали ваши гиды, здесь полная посадка, и люди заранее сюда Абсолютно бронируем. Ну что, у нас тут, получается, такие две зоны. Да, это кафе. Одна зона при баре, так Да, сказать. вторая веранда. А вторая веранда. Ну вот, я думаю, они же куда-то здесь уселись. Где дети наши? Где наши Они девушки? куда-то ушли. А, вы здесь сидели? Да? Мало ли. Да. Ну, вот сюда давай и сядем тогда. Ну да. Смотрите, Сейчас я открою веранду. посмотрите, какой вид открывается. Я не знаю. Ну что, друзья, Имран, слушай наш стол. хотя тут уже солнца нет. Здрасте. От себя еще раз хотел бы сказать Ничего, огромное нормально, как у спасибо вас? Да, меценатам, бизнесменам Республики Ингушетия, которые вкладывают свои средства в развитие туризма здесь, в республике. Знаете, почему это важно? Повторюсь, я много где был, например, в Италии, район Венето, где находится Венеция, Верона, Генуя и так далее. Эти города существуют за счет туризма, их экономика, потому что там нет нефти, газа, леса и так далее. И поэтому это очень хорошо, что в России стал потихонечку развиваться туризм. Это дополнительные рабочие места для местных жителей. Это, конечно же, будет другой уже уровень жизни. И здорово, что наши меценаты прекратили инвестировать в другие страны, а инвестируют, да, в нашу родную страну. Знаешь, если это этнокафе, я бы сказал бы так, не знаю, не греческий, ингушский салат. У вас есть кофе, мятлом, Да, вот, вижу, ингушский сол, видишь? Это тоже, так, да. ингушский соус. Свои слова внедряйте, это будет круто. Люди захотят попробовать. Так, мое любимое – это чапель с картошкой. Здесь он стоит 150, чапель с творогом 150. Это недорого для гор, потому что это туристическая зона.
В Сочи такие вещи будут стоить 500 рублей, да. Вот. даже рядом Манты. Это сколько получится грамм здесь? Порция 5, да, 440 рублей. Есть хинкали, есть вот жаркое цейлуам, как раз название по-ингушски. Вот так должно написано на стаканчике. Есть картофель, кетчупы, чесночный, аджика, сырный, лимонады разные. Вот. Мохито классический. У вас растет в горах мята. Мохито по-ингушски. Объясняйте людям, почему по-ингушски у нас мята растет. Обратите внимание, когда пойдете по склонам, можно оп, и все взять. Так, кофе. Кофе любят многие люди. Весь оно рад. Вот, вижу, бешлоам. Это ингушское слово. Тоже беш, гора, беш, да? Казбек. Казбек. Кстати, вон она там, вон там вдали за облаками. Ну и чай я люблю. Облепиховый вкусный. В Ингушетии в горах растет облепиха, это ближе к осени. Чебрец вкусный, горный чай тоже вкусный, а калмыцкий чай он соленый. И он называется галмак чай. Галмак, да. Это ингуши очень сильно любят. Что у нас по десертам? Варенье ваше, опять же, черешня, кизил, малина, да. Мед натуральный, хамзат, привет. Фруктовая нарезка. всем медовикам. Да. Мороженое есть. Короче, все есть, это кафе. Классно. Друзья, за эти 3 дня я ел все, кроме своего любимого ингушского традиционного национального блюда чапельк. Здесь вот в кафе Цюлам можно заказать чапельк, хингл. Но я вам меню уже показал. Очень все вкусно, я попробовал. И вот с таким вот шикарным видом можно попить чай. Ингушский чай. Красота. Ну что, друзья, вот так, с большим интересом я посмотрел новую локацию, вам показал, вкусно попил чай в кафе Цей Луам по приглашению Беслана и, конечно же, Алаудина Парчиева. Да, Алаудин большой молодец. Вот, ему еще раз большой привет, спасибо, и тебе спасибо за экскурсию. Что ты приехал, что ты посетил нас, что ты нас популяризировал. Благодаря этому сегодня приехал вице-спикер нашего парламента Паров Руслан, который попросил передать тебе свою книгу. Да, написано «Дни, что нами пройдены». Да, у нас, наверное, это про Ингушетию. ну, видимо, контент, который мы выпускали, он не самый был популярный. С твоим вчерашним появлением в эфире, так сказать, на своем блоге, на своем YouTube-канале, у нас сегодня резко прибавилось больше туристов. Руслану Парову большой салам, он будет смотреть. Спасибо большое, Баркал Сахалт, за книгу, обязательно прочитаю. Ну что, друзья, если вам понравился этот выпуск, обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропускать новых выпусков. Нажимайте на колокольчик и поддержите жирным лайком. Делитесь своими эмоциями, впечатлениями от увиденного. Можете дать какой-то совет здесь внизу в комментариях. Беслан прочитает, учтет мнение ваше. Меня зовут Артем, я с вами не прощаюсь, увидимся в следующем выпуске. Самое главное, берегите себя в эти нелегкие времена. Беслан, еще раз спасибо, Сахалт. Увидимся.